Уважаемые журналисты, как Энвер Аметов сказал, значит, мы обратились уже один раз письмом, предложением, чтобы они вышли на переговоры, открытые передачи. Они это игнорировали, не сделали. Поэтому мы вынуждены 8 числа собраться. Те обвинения, которые они подпольно против нас оскорбительными словами, вот мы обращаемся заново. Если раньше у нас было 20 подписей, сегодня 27 человек, именно истинно ветераны, которые несли эту ношу старших живых национальное движение. Многих людей они игнорировали, заявляли о том, что якобы татарам дали такую возможность получить премию, а мы игнорировали. Нет, товарищи, мы, если вы помните, заявляли эту премию, если комитет Нобелевский просит, желает, считает, то дать его институту национального движения крымско-татарскому народу из расчета на эти средства, чтобы мы смогли 100-150 семей привести сюда, на родную землю, чтобы они могли здесь свою жизнь, сколько осталось ему, прожить. Однако одну сторону говорят, другую нет. Поэтому считаем, мы письменным образом обращаемся не только к вам, мы обращаемся и заглавие так и есть всем, всему миру. Джемилев и Чубаров не имеют права предоставлять крымско-татарский народ. Всем. Лидеры Меджлиса Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, называющие себя лидерами крымско-татарского народа, признали все обвинения, выдвинутые против них ветеранами крымско-татарского национального движения. В саботаже общенародной воли, наказа крымско-татарского народа адекватно выводам и предложениям комиссии Совета национальности Верховного Совета СССР по проблемам крымско-татарского народа, утверждено постановлением Верховного Совета СССР за номером 845-1 от 28.11.89 года и декларация о национальном суверенитете крымско-татарского народа. В отказе от требования восстановления государственности крымско-татарского народа, в неизведении крымско-татарской нации до уровня бесправного наименьшинства, состоявшего из униженных депортированных лиц. В уничтожении 35 тысяч подписей соотечественников, собранных в поддержку закона о восстановлении прав и реабилитации репрессированных крымско-татарского народа. Разворовывание бюджетных средств, выделяемых украинским государством для возвращения обустройства народа в Крыму. В расхищении международной помощи и средств, присваиваемых крымско-татарскими диаспорой из разных стран на нужды народа. Присвоение Общенародного фонда Крым, учрежденного в 1991 году. Узурпация власти от имени крымско-татарского народа. После того, как лидеры Милли Меджлиса проигнорировали предложение ветеранов национального движения встретиться за круглым столом с журналистами в прямом эфире на телевидении, с включением телефонами для телезрителей, для публичного расследования опровержения выдвинутых
против них обвинений в предательстве интересов крымско-татарского народа. Они тем самым признали себя виновными. Заявление ветерана указывало, если в течение 10 дней с момента официального получения нашего предложения вы не организуете такую встречу для обсуждения жизненно важных для нашего народа вопросов, мы будем расценивать ваш отказ как признание достоверности наших обвинений в ваш адрес. Мы считаем, что для отказа от такой встречи нет и не может быть никаких оправданий. Предложение о встрече в прямом эфире было официально отправлено по почте Милли Меджлис 18 октября 2011 года. Квитанция номер 95-407-1-13-36-0. Уведомление вручения корреспонденции от 19 октября 2011 года. Призыв ветерану к открытому разговору был также оглашен на митинге 18 октября 2011 года в Симферополе в честь 90-летия Крымской ССР, озвучен в прямом эфире ГТК Крым 25 октября 2011 года. Передача «Актуальная Суббет». Беседа на актуальную тему. Сегодня, 8 ноября 2011 года, вот уже 20 дней от руководителя Милли Меджлиса возглавляемого никакого ответа нет. Это означает, что Джемилев и Рифат Чубаров, де-факто признав себя виновным, собственноручно расписались в своем полном недееспособности и впредь не имеют никаких прав предоставлять крымско-татарский народ и выступить от его имени ни на Украине, ни на международном уровне. Ветераны национального движения крымско-татарского народа сегодня 27 человек. Это говорит о том, что мы и шли для того, чтобы встретиться, обговорить, а они игнорировали. Может, пополнить? Да, нет.